На этой неделе по всей республике произошло много интересных и важных событий, среди которых и 5-й съезд Единого Кавказского форума, который прошел в конференц-зале Министерства финансов Чеченской Республики. В стенах этого ведомства собрались не финансисты, а представители органов государственной власти, правозащитники, журналисты, руководители социально ориентированных НКО со всего Северного Кавказа. От имени главы Чеченской Республики гостей форума приветствовал директор департамента по связям с религиозными и общественными организациями Баили Тевсиев. Сердечно приветствую и поздравляю всех участников и гостей 5-го Кавказского форума с началом работы, направленного на развитие гражданского общества, укрепление взаимодействия, что способствует развитию страны. В настоящее время в Чеченской Республике идет процесс интенсивного развития гражданских институтов, а гражданская активность растет с каждым годом. На Кавказе человеческое достоинство, его права и свободы всегда были главной ценностью. Общественные организации, как часть основной механизм гражданского общества, принимают активное участие во всех общественно значимых процессах. Особо хотелось бы отметить деятельность правозащитных организаций, получивших активное развитие во время 2 военных кампаний в республике. В самые тяжелые годы для Чеченской Республики правозащитники боролись за жизнь, права и свободы граждан. Первый президент Чеченской Республики, герой России Ахмад Таджи Кадыров, знал высокое значение гражданского общества и решительно поддержал правозащитные организации, когда только зарождались, благодаря чему было наложено тесное взаимодействие институтов гражданского общества и органов государственной власти в регионе. В республике приняты фундаментальные правовые документы, защищающие права и свободы граждан. Функционирует институт уполномоченного по правам человека в Чеченской Республике, который находит полное понимание и поддержку со стороны руководства республики. Осуществляет свою деятельность Общественная палата Чеченской Республики как площадка диалога власти и общества. При органах исполнительной власти, правоохранительных структур созданы и действуют общественные советы из числа представителей общественных и правозащитных организаций. Сегодня органы власти Чеченской Республики видят неправительственных организаций, союзников на пути к общественной и политической стабилизации. Желаю вам всем плодотворной работы, мира и благополучия. Глава Чеченской Республики Рамзан Ахматович Кадыров. В форуме приняли участие уполномоченный по правам человека в Чеченской Республике Нурдин Нухажиев, известный в мире врач Хасан Баиев, журналист, общественный деятель Максим Шевченко и многие другие. Поездив по республикам, мы убедились, что если в одной республике эти или иные вопросы рассматриваются, решаются, то в других, значит, республиках они в коей мере ускользают, то есть остаются безответными. Но это общество, это граждане, поэтому это невозможно, чтобы не обратить внимание. Поэтому мы решили объединить в единое это республики Северного Кавказа, это как одно единое целое, это одна боль, одни проблемы. Тем более мы прекрасно знаем, что неоднократно нам напоминают, что лицо какой-то национальности, что, значит, кормят. Вот это, конечно, было чревато, и это было переломным периодом. И тогда мы начали все-таки разбираться, а что же это из себя представляет. О значимости этого мероприятия говорили все участники съезда. Своим мнением на этот счет поделился и гость из Москвы, член Совета по правам человека и развитию гражданского общества при президенте Российской Федерации Максим Шевченко. На форуме в основном господствуют эмоции, выступает много дагестанцев, у которых наболело на душе. И спасибо Чеченской Республике и ее руководству за то, что они предоставили возможность людям приехать и сказать, может быть, то, что в других регионах они и не могут высказать публично или по каким-то причинам не высказываются. Поэтому я вижу значение этого форума, в частности, для консолидации, для знакомства, для обмена мнениями между общественными деятелями, гражданскими активистами всего Северного Кавказа. Гости из Дагестана, Ингушетии, Адыгеи, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии, Ставропольского края, Карачаево-Черкесии отметили тот факт, что проведение подобных мероприятий на территории Чеченской Республики стало возможным благодаря деятельности первого президента Чеченской Республики, героя России Ахмада Хаджи Кадырова. Они также отметили тот факт, что главой Чеченской Республики уделяется огромное внимание вопросам защиты и соблюдения прав человека. Мы очень хорошо
относимся как к братьям, нашим братьям и сестрам чеченскому народу. И мы решили, что Рамзан Кадыров столько сделал как руководитель субъекта Российской Федерации, Чеченской Республики. Если бы это сделал человек другой национальности, ему бы поставили памятник на площади. А он сделал бескорыстно для своего народа. Это сын своего народа. Этот народ должен гордиться, что у него есть такие дети. В течение 2 дней зачитывались доклады в свободной форме, обсуждались проблемы, выдвигались предложения по развитию гражданского общества и улучшению состояния соблюдения прав человека. Первый день работы завершился экскурсией по вечернему городу, а во второй участники форума вплотную занялись разработкой положения резолюции, ее принятием и подведением итогов прошедшего форума. Цель и задачи, которые ставит перед собой форум, это становление сильного гражданского общества, соблюдение прав человека, защита, так как они являются краеугольным камнем решения многих вопросов, которые зависят от состояния общества не только в одной из республик, но и во всем Северном Кавказе. Считаем здоровый конструктивный диалог с органами государственной власти, гражданского общества является залогом того, что мы построим сильное общество. Мы нашли язык взаимопонимания со всеми общественными организациями, точнее со многими общественными организациями, которые входят в форум, также с органами государственной власти. Это, наверное, является таким знаком и самым важным, наверное, моментом в деятельности нашего форума. С каждым днем мы развиваемся, с каждым днем накапливаем опыт совместной работы, который в дальнейшем, я думаю, будет способствовать увеличению, точнее, обогащению отношений между государственным органом власти и гражданскими институтами. Организаторами данного мероприятия выступил Департамент по связям с религиозными и общественными организациями администрации главы правительства Чеченской Республики совместно с общественной организацией «Объектив». По их словам, о принятии резолюции данного форума и о ее содержании будет доведено не только до республиканских властей, но и до руководства страны.